Добрый вечер, уважаемые друзья. Наша с вами сегодняшняя лекция будет называться «По следам древних виноделов». Так называется наша с вами лекция. Вы знаете, что вино всегда играло и играет большую роль в обществе, в древнем, в современном обществе и в наши дни. Во-первых, нужно сказать, что это не только пищевой продукт, это сакральный напиток. Вино – это символ перерождения, символ плодородия, символ развития, символ рождения. Вино – это атрибут христианства, оно ассоциируется с кровью Христа. Вино играет и продолжает играть очень большую роль, как я уже сказал, в абхазской традиционной религии. Речь идет о красном вине. Об этом я немного позже детально поговорю. Сейчас мы должны сказать, что Абхазия является одним из древнейших очагов освоения культуры винограда и виноградарства. Ну, вы знаете, перед тем, как перейти непосредственно к рассмотрению этой проблематики, нужно привести несколько существующие гипотезы относительно происхождению, относительно одомашниванию виноградной лозы. Считается, что первичной родиной виноградной лозы является древний Ближний Восток. Речь идет об Иране. В Иране в эпоху энеолита была найдена культура, она в советское время была найдена, относится к эпохе неолита, под названием загроз, так называемая загрозская культура. Позже была найдена культура под названием Хаджи Фируз. Это поселение, так называемое поселение в Иране Хаджи Фируз. Почему я назвал две эти культуры? Я их назвал потому, что именно в этих двух культурах были найдены следы винограда. Там были найдены самые большие кувшины в истории человечества. Исследование, археологическая экспертиза и химический анализ этих кувшинов показал, что в одном из этих кувшинов был черно-красно-желтый оттенок. Химический анализ выявил высокую концентрацию виннокаменной кислоты. Это говорит о чем? Это говорит о том, что в этих кувшинах хранилось вино. Есть другая точка зрения, что прародиной виноделия и виноградарства является Передняя Азия. В мире очень много исследователей, которые склонны поддерживать переднеазиатское происхождение винограда. Основным базовым или фундаментным аргументом в пользу этой точки зрения является что? Является лингвистика. Лингвистический материал, причем очень богатый лингвистический материал на уровне диалектических терминов. Я имею в виду что? Я имею в виду хатахетскую культуру. Хеты, конечно, они немножко позже пришли, первоначально на территории Передней Малой Азии, вы знаете, был более древний хатский субстрат. И там очень много терминов сохранилось в хетском языке. В хетской передаче термины для обозначения винограда, для обозначения вина и некоторых других спиртных напитков. Это о чем говорит? Это говорит о том, что действительно язык был очень богат. Терминология была очень богата, винодельческая терминология была очень богата. Это свидетельствует о том, что Передняя Азия тоже, несомненно, может рассматриваться центром освоения культуры винограда и виноделия. Что касается Кавказа, вы знаете, в науке установилась такая точка зрения, что наряду с отмеченными регионами Кавказ тоже является непосредственной родиной виноградарства и виноделия. Я имею в виду Абхазию, территорию современной Абхазии. На территории современной Абхазии по имеющимся материалам, по археологическим, по лингвистическим, по фольклорным данным мы можем локализовать очаг виноделия и виноградарства на территории современной Абхазии. Доказательств у нас очень много. Об этих аргументах, или как мы их называем, архаичные аргументы в пользу происхождения, местного происхождения виноградарства и виноделия, мы с вами детально поговорим.
Какие же аргументы мы можем привести? Ну, во-первых, один из наиболее веских аргументов является произрастание на территории Кавказа, на территории Абхазии дикого винограда. Согласно ампилологам, заключению ампилологов, виноград на территории Абхазии, я имею в виду культурный виноград, возник самостоятельно. То есть на основе его диких ресурсов. А диких ресурсов, кстати говоря, в Абхазии, ну, в целом на Кавказе очень много. Речь идет о чем? Речь идет о диком винограде. Дикий виноград на Кавказе представлен широко. Еще в свое время, вот нужно сказать, что известный исследователь, советский исследователь в области истории виноградарства и виноделия, генетик, специалист селекции винограда Вавилов отмечал, что очаги дикого винограда на территории Абхазии практически представлены везде. В таком же духе высказывался исследователь Негруль. В таком же духе высказывался Гудаков немного ранее, что Кавказ, территория Абхазии, очень богата, преимущественно богата дикорастущим виноградом. То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что вот культурный виноград, основой культурного винограда является как раз-таки дикий виноград. Вот процесс формообразования, процесс генезиса этой культуры проходил именно здесь, на территории Абхазии. Потому мы и можем считать современную Абхазию родиной, прародиной виноградарства и виноделия. Давайте уже перейдем к материальной культуре. О чем нам говорит материальная культура? Вы знаете, что материальная культура говорит нам о многом. Абхазия богата с точки зрения материального наследия. Абхазия очень богата. Мне не дадут археологи соврать, очень богатая у нас территория. Здесь представлены культурные слои разных периодов, разных эпох. Нас интересует главным образом эпоха бронзы, потому что впервые один из важнейших аргументов винодельческих, речь идет о бронзовой скульптурке. Она была найдена в Бзыбской Абхазии, в районе или местечко под названием Бамбора. Вот, в Бамборе. В 1940 году известный ученый, вы знаете о нем, особенно археологи знают, Лукин, он опубликовал в своей работе материалы по археологии Бзыбской Абхазии. В 1940 году это труды первобытной культуры Санкт-Петербург. И там очень хорошо дается описание вот этой бронзовой скульптурки. Что же из себя представляет эта бронзовая скульптурка? Ну, во-первых, она из себя представляет мужчину, который восседает на своеобразном кресле, опустив ноги. Двумя руками он держит рог. Ну, вы знаете, рог – это апатх на абхазском, который тоже, кстати говоря, очень большую роль играет как вообще в хозяйственной жизни, так и в религиозной, в духовной жизни абхазского общества. Вот, и, видимо, вот эта фигурка бронзовая, она все-таки имела религиозное, ритуальное предназначение. Она широко применялась в обрядовой жизни общества. Другим, не менее важным аргументом является что? Являются семена, обнаруженные в Дуабе в ходе археологических раскопок. Кстати говоря, благодаря сотрудников ботанического сада. Это еще в советское время эти семена были найдены. Кстати говоря, семена очень древние семена, как раз-таки, как считают исследователи, ампилологи, они и дали основу культурного винограда. Вот. Другие семена были найдены в 1958 году в ходе археологических раскопок на Сухумской бухте. Они относятся, датируются эпохой эллинизма, то есть это 4-6-4 века. Вот. Как показали дальнейшие исследования, значит, семена эти были семенами акачич. Ну, вы знаете, друзья, что акачич – это один из древнейших, мы считаем, абхазы сортов винограда. Он у нас культивируется еще и в нардском эпосе, и до наших дней его, так сказать, практикуют абхазские сельчане. Вот. Из него делается очень хорошее, очень изумительное черное вино. Как заключили исследователи, вот, давшие, естественно, лабораторное исследование, что вот эти семена, которые были найдены на Сухумской бухте, они являются семенами акачича. Вот и они дали нам
так сказать, основу современного культурного винограда. Другим очень серьезным аргументом в пользу древнейшей истории виноделия и виноградарства является что? Является ритон, апатрь. Вы знаете, он имеет лыхнинское происхождение, он был найден в Лыхнах. Бронзовый ритон датируется первой половиной первого тысячелетия, диаметром 46 сантиметров. Очень интересный ритон в виде головы козла, вот в конце. Ритон, на котором изображены змей и скачущие кони. Это тоже очень серьезный аргумент, потому что я уже как-то сказал, что все-таки рог играл и играет очень большую роль в духовной жизни абхазского общества, как особенно в традиционных абхазских праздниках вы можете часто увидеть пьющего тамаду, пьющего вино из традиционного рога. Вот. Эта культура тоже говорит о том, что все-таки традиция винопития из рога имеет очень древние, так сказать, древние корни, древнее происхождение. Другим не менее важным аргументом в пользу концепта местного происхождения виноделия и виноградарства является что? Является чернофигурная амфора, мы иначе ее называем панафинейская амфора. Она датируется 530 годом до нашей эры. Почему? Почему вообще интересна эта амфора? Она интересна тем, что на ней представлены две сцены. Сцена, условно я хочу разбить сцена А, сцена Б. Нас интересует сцена А, то есть тематическая сцена, связанная с историей вина и виноградарства. Точнее, на сцене А изображен бог вина, покровитель виноделов. Там же изображена сцена, связанная с праздником виноделия и виноградарства, с праздником сбора винограда и разлива вина. На ней изображается бог Дионис. Это греческий бог, или иначе мы его называем в поздней традиции бог Вакху. В абхазской же традиции, вы знаете, мы его называем богом Наром. Это бог виноделия, покровитель виноделов. Там, в общем, его, так сказать, он изображается на фоне сатирии, Минад, сопровождающих его или двигающихся друг против друга. Сцена, конечно, очень-очень интересная. Другим, не менее важным аргументом является что? Является материал, обнаруженный в разные периоды, в разные эпохи. Нужно сказать, конечно, о подсобном инвентаре. Нужно сказать об орудии, которое широко использовалось в виноградарстве и в виноделии. О чем идет речь? Речь идет о салдах. Цалды, вы знаете, речь идет о ножах, речь идет о серповидных ножах. Вот. Если хронологически подходить, то они относятся к эпохе бронзы, к эпохе поздней бронзы, к эпохе ранней античности, к эпохе поздней античности, эпохи раннего средневековья и позднего средневековья. В общем, хронология очень богатая, очень широкая хронология. Вот. Это что касается материальной культуры. Кстати говоря, вот я еще не сказал о другом роге. Рог из Ачмарды, он датируется IV веком нашей эры. Очень интересный тоже рог. Там и сцена, изображенная на роге, тоже интересна. Вот. И весь вот этот блок аргументов, который мною был приведен, археологического содержания, все это свидетельствует о древнейшем происхождении культуры виноградарства и виноделия. Давайте попутно приведем другие данные, другие материалы. Ведь мы не ограничиваемся только археологическим, так сказать, материалом. У нас есть и другой информационный контент. Во-первых, речь идет о лингвистике. Вы знаете, что лингвистика играет очень большую роль. Язык – это архив земли. Мы так называем язык, потому что язык хранит всю информацию. Информацию о происхождении того или иного народа. Язык дает возможность исследовать историю полноценно, культуру того или иного народа, изучить их религию и мифологию. С точки зрения языка, конечно, абхазский язык очень богат. Я имею в виду винодельческую лексику. Винодельческая лексика в абхазском языке широко представлена. Вот. Всего в нашем языке зафиксировано более 2
160 терминов, связанных с виноделием и с виноградарством. Терминологический блок, он тоже делится, потому что там есть термины, связанные с инвентарем, термины, связанные с подсобным инвентарем, термины, связанные с отдельными названиями вин, отдельные слова, которые применяются относительно биологии этого растения, относительно семян, относительно видов виноградов. Около 100 названий в абхазском языке зафиксировано абхазских названий винограда, более 100 названий. Я думаю, далее будет еще больше. Это о чем говорит? Это говорит о том, что абхазский язык чрезвычайно богат, очень богат. Здесь нужно отметить, что большое количество терминов преимущественно этимологизируются на материале абхазского языка. Если они этимологизируются на материале абхазского языка, это о чем говорит? Это говорит о том, что, значит, они по своей природе, по своему генезису имеют абхазское происхождение. Они не заимствованы. Да, конечно, есть терминополе заимствованное. Абхазская, я уже сказал, терминополе винодельское очень богато. Есть слова заимствованные, но есть автохтонные слова, местные, слова абхазского происхождения. Вот, с этой точки зрения, повторюсь, абхазский язык очень богат. Давайте уже коротко рассмотрим другие, так сказать, данные. Это письменные свидетельства. Опять-таки, письменные свидетельства тоже играют очень большую роль в истории изучения виноградарства и виноделия. О чем идет речь? Вообще, кто впервые упоминает виноделие и виноградарство на Кавказе или в Причерноморье? Одним из первых, кто упомянул виноградарство и виноделие при Черноморье Кавказа, это был Ксенофонт в своей работе, в своем труде под названием «Анабасис». 5 книга, 4 глава. В 4 главе он упоминает племен, которые живут в Причерноморье. Вот. Согласно Ксенофонту, вы знаете, что Ксенофонт вообще-то был полководцем, он возглавлял 10-тысячной греческой армией, которая прошла по землям Армении, по Кавказу прошла. Сам Ксенофонт был среди причерноморских племен, он сам лично видел быт причерноморских племен. Вот в своей работе он описывает, дает описание жизни и быту местных, так сказать, племен. Среди этих племен он упоминает мусеников, ну и некоторых других племен. Нас не это интересует, нас интересует тема винограда. Интересным образом он описывает местное вино. Местное вино было очень вкусным, очень изумительно вкусным. Он даже говорит, что такого вина мне не приходилось когда-либо отведывать. Он во многих, так сказать, он изучил многие культуры, он был среди многих народов мира. Но такое вино, которое он здесь на Кавказе увидел, такого вина он ранее не видел. Если дословно цитировать Ксенофонта, что же он говорит? Он говорит следующее. Вино первоначально казалось немножко кисловатым, но оно было разбавлено соленым морем. Вот разбавление, смесь вина и моря давала очень изумительный вкус вину. Вино становилось очень вкусным и пилось очень тоже хорошо. Вот, это то, что говорит Ксенофонт. Но материал, конечно, очень локальный, очень скудный. Пойдем далее. После Ксенофонта, вы знаете, тема вина упомянута у Тимосфена Родосского. Тимосфен Родосский – историк, географ, кстати говоря, первый картограф. В своем исследовании под названием «Относительно гавани» или «порты». Так называется его труд, хотя этот труд утерян, мы не располагаем аутентичным источником, мы не работали с этим трудом, мы этот труд можем продублировать благодаря Страбону. Страбон говорил о том, что автором, вот, собственно, относительно гавани является Тимосфен Родосский. И вот в этой работе он описывает, так сказать, быт, экономическую жизнь племен, живущих в Диоскуряде. И там он пишет, что в Диоскуряде сходятся очень много народностей, говорящих на разных языках, около 300 народностей. Вот. И эти народности, которые, так сказать, прибывают в Диоскуряду, они закупают продукцию у местных племен.
народы, которые живут по окрестности Диоскурии, они поставляют свою продукцию на диоскурийский рынок. И вот он перечисляет, значит, продукцию, там яблоко, там груша, там персики, там слива и виноград. Особенно следует подчеркнуть, точнее, Тимосфен Родосский особенно выделяет виноград. В большом количестве в диоскурийский рынок поставляется виноград и местное вино. Вот. Это же вино, этот виноград, видимо, уже далее вывозился за пределами кавказского, этнокультурного мира. Ну, там, в греческий этнокультурный мир, в среднеземноморские рынки и так далее. Давайте пойдем далее. Другим очень интересным сообщением является сведение Эвнапия. Это уже византийская эпоха, вы знаете, 4 век нашей эры. Эвнапий очень интересным образом описывает традицию винопития местных племен. Речь идет об абазгах. Он пишет, что евнухи принимают очень большое количество вина. Большое количество вина. Он говорит о телохранителях абазгских царей. Пьют они очень много, но при этом не пьянеют интересным образом. Понимаете? Это о чем говорит? Это говорит, опять-таки, о традиции виноделия и о культуре винопития, что абхазы очень серьезно относились к культуре винопития. Вообще, вы знаете, как гласит абхазская мудрость, абхазы пьют вино и общаются со своими богами. Так наши старцы говорили, что мы общаемся с богами, с Всевышними, с высшими силами посредством вот этого вина, потому что вино не только, кстати говоря, в традиционной культуре абхазов, но и в ряде других культур имело большое сакральное, ритуальное значение. Поэтому и абхазская культура, видимо, не исключение. Таким образом, вино продолжало и продолжает играть большую роль. Это что касается традиции винопития. Другим, кстати, сообщением, тоже очень интересным, является сведения Прокопия Кесарийского. В своем труде под названием «Война с готами» в VI веке нашей эры Прокопий Кесарийский упоминает местность под названием Мохорезис. Эта местность, Мохорезис, была очень богата виноградными плодами. Там произрастало большое количество винограда и было большое количество вина. Вино производилось в больших объемах. Обратите внимание из, курса истории, что ведь Мохорезис немного позже, в VIII веке у нас образовалось централизованное абхазское государство, абхазское царство во главе с Леоном I, далее Леоном II. Мохорезис входит в состав абхазского царства. Значит, эта территория находилась под юрисдикцией абхазского государства. Есть еще другие, так сказать, немного поздние сведения, которые датируются поздним периодом, эпохой раннего Средневековья, эпохой позднего Средневековья. Вот, например, грузинский царевич Вахушти тоже писал, что родиной, так сказать, винограда ведь является Абхазия. Там представлено большое количество, очень большое количество винограда. Кстати, хочется отметить, что известный грузинский ученый Бакрадзе писал, что настоящей родиной винограда является Гагра и Очамчира. Там произрастает настоящий и самый хороший виноград. Так писал известный грузинский ученый Николай Баградзе. Давайте мы рассмотрим и другие, так сказать, источники, другие материалы, которые тоже играют очень большую роль в истории изучения виноградарства и виноделия. Речь идет о чем? Речь идет о фольклорном материале, о нардском эпосе. Это очень уникальный памятник творческого наследия народов Кавказа, очень уникальный памятник. Я бы, наверное, все-таки рассмотрел абхазскую версию нардского эпоса. Я не буду вдаваться в другие версии этого эпоса, потому что эпос-то он как бы универсален, он общий, и кабардинский, и адыгский, и абхазский. Нас интересует абхазская версия. Почему? Потому что именно в абхазской версии нардского эпоса культивируется тема виноградарства и виноделия. Эпос как бы тематически состоит из нескольких сюжетов. Да? То есть эти сюжеты представляют исторический цикл освоения культуры виноградарства и виноделия. Согласно нардскому эпосу, вообще нарты считались создателями многих культур.
Все, что у нас есть, все вот эти вот растительные культуры нам подарили нарты. Значит, в этом мы обязаны нартам. И как гласит вот этот известный нартское сказание, сказание о великом кувшине, значит, мы культуру винограда позаимствовали у своих прапредков нартов. Так гласит нартский эпос. Давайте мы рассмотрим детально сюжеты. Согласно одной из версий, нарты получают вино благодаря, значит, Сосрыкве и Цвицу. Сосрыква и Цвиц – это две персоны, с которыми связано получение, значит, виноградной лозы. Сосрыква и Цвиц, согласно сюжету, благодаря молнии и грому сумели проникнуть в неприступную крепость великанов. Значит, великаны хранили виноград. Они проникают в неприступную крепость великанов и сумели, так сказать, завладеть семенами вот этого винограда. Значит, они привнесли ее в мир нартов. Таким образом, нарты получили виноград. Согласно другой версии, некий нарт, имя его неизвестно, значит, приобрел некие семена, он их посадил, в результате чего выросло какое-то растение. Оказалось, что это растение было первым виноградом. Таким образом, нарты стали осваивать виноград. Давайте уже детально перейдем к рассмотрению сказания о великом кувшине. Почему? Потому что, значит, те первые версии, которые я привел, они очень лаконичные, информативно очень лаконичные. Более развернутая версия, да, где, собственно, тема виноградарства и виноделия культивируется, является сказание о великом кувшине. Согласно нартскому эпосу, нарты, одним из главных наследий нартов или богатств являлся нартский кувшин. Где же находился этот кувшин? Тоже интересная и спорная тема. Нартский кувшин находился, согласно нартскому эпосу, в центре Кавказа. Кто-то говорит, что он был в Марухском хребте, кто-то говорит, что он был в Клухорском хребте. Неважно. Важно, что кувшин локализовался в центре Кавказского хребта. И вдруг однажды нарты поспорили, кому же останется нартское наследие, кто будет обладателем этого кувшина, ведь кувшин был всем дорог, и нарты поспорили. Один из нартов сказал, что кувшин будет моим, другой сказал, кувшин будет моим. Таким образом, споры продолжались очень-очень долго. Однажды нарт Сосрыква решил решить эти споры. Споры были решены следующим образом. Нарт Сосрыква взял и разбил этот нартский кувшин. Когда он разбил нартский кувшин, естественно, этот сосуд разбился, часть вина, находившаяся в сосуде, понеслась по ту сторону Кавказа, другая часть вина полилась сюда, в Южное Причерноморье. И самым интересным образом, что в этом кувшине хранились семена окочечь. Вот эти семена покатились именно сюда, в Абхазию. И таким образом нарты освоили виноград. Это согласно нартскому эпосу. Так гласит нартский эпос. В целом нужно сказать, что весь круг материалов, которые были мною приведены, все это, несомненно, свидетельствует о том, что территория Абхазии, несомненно, являлась колыбелью виноградарства и виноделия. Мы прошлись по следам древних виноделов, а следы древних виноделов очень богатые и хорошо сохранились, так сказать, в нашей действительности, потому что, вы знаете, я уже говорил, вино играет и продолжает играть очень большую роль, исключительную роль в духовной жизни абхазского общества. Здесь мы, наверное, не можем не сказать об известном абхазском ритуале ахапща. Почему? Потому что вы знаете, что абхазы традиционно, это очень древняя традиция, очень архаичная, закапывали кувшин. Кувшин имел широкое предназначение. Это был новогодний кувшин, это мог быть кувшин святыни, это мог быть пасхальный кувшин, это мог быть кувшин кузни. Вот в этом кувшине абхазы хранили вино. Это натуральное вино, вино без сахара, это вино богов. Да, вино богов.
и в определенный обозначенный день традиционного календаря абхазы открывали этот кувшин и совершали соответствующие обряда действия. Очень важно также поговорить о боге Наре. Ведь мы знаем, что пантеон абхазов очень богат. В пантеоне абхазов представлено очень много богов. Среди этих богов достойное место занимает бог Нар. Я уже сказал, что бог Нар был богом виноградарства и виноделия. Он был покровителем дела нартов и современных виноделов. Абхазы, согласно этнографическим наблюдениям, согласно этнографическому материалу, в 5 лет один раз совершали обряд жертвоприношения. И в жертву они приносили козла, исключительно белого цвета. Козла они приносили в жертву в честь бога Нара, чтобы бог Нар дал им хороший урожай. И то вино, которое, значит, абхаз, мы заправляем в свои ритуальные кувшины, в будущем применили в хороших случаях, в празднествах. Вот, таким образом абхазы совершали ритуал. Что касается нашей с вами действительности, но вы знаете, в наши дни этот ритуал не сохранился, он трансформировал, его практически нет. Можно сказать, он обскурировался, потому что мы работали в ряде абхазских сел, как в Абжуйской, так и в Западной Абхазии. Материал по Нару не сохранился, к сожалению, не сохранился. Те материалы, которые мы имеем, даются в работе известного абхазского ученого-этнографа Шалвы Иналыпа и Валерия Бигуа. Вот. Шалва Иналыпа же писал, что ведь ни один абхазский ритуал, ни одно празднество без вина не обходилось. Ведь вот такое большое значение придавалось вину не только сегодня, но и в предыдущие эпохи, в предыдущие периоды. Ведь древнеабхазские племена и абазги, и саниги, и апсилы придавали большое значение виноградарству и виноделию. Кстати, о чем свидетельствует, я уже сказал, материальная культура. Вообще нужно отметить материалы накопийского происхождения, цибельдинский материал из крепости Баграта. Вообще среди керамической посуды нужно особо выделить кувшины, амфоры, да, и пифосы. Примечательно, что вот эти амфоры и пифосы, они производились здесь на месте. Значит, это говорит о чем? Это говорит о том, что Абхазия являлась центром керамического производства, да, гончарного производства. В свое время известный абхазский ученый Михаил Иванович Гумба имеет, кажется, работу «Татарские гончарные печи». Значит, вот эти гончарные печи были предназначены для производства керамической посуды. Вот. И вот эта керамическая посуда, она с таким же успехом вывозилась за пределы Абхазии. Вот из истории давайте возьмем Средневековье. Кстати говоря, в эпоху Средневековья виноградарство и виноделие достигает больших размеров, большого развития. То есть это эпоха развитого виноградарства и виноделия. Об этом, в частности, может свидетельствовать в 1371 году, значит, и в Италии, в Генуе был введен особый налог. Особый налог на абхазскую продукцию, то есть на абхазское вино, потому что абхазское вино поставлялось в больших количествах, за пределы вывозилось. Конкуренцию никто не мог вынести с нашей продукции, потому и итальянцы, которые, собственно, имели здесь свои факторы, поселения вот в Причерноморье, они решили ввести налог. В 1400, вы знаете, Кафа пала, потом уже налог тоже, соответственно, был отменен. В будущие, так сказать, периоды, в будущие годы виноградарство и виноделие идет по нарастающей линии. Вот. Уже в эпоху, в 18 век, в 19 век мы имеем очень много сообщений, очень много источников, которые говорят, что Абхазия богата виноградной лозой. В Абхазии представлено большое количество винограда. В двух словах скажем, кто же является основателем промышленного виноделия Абхазии? Так называемое демократическое виноделие Абхазии. Оно зародилось в начале 20-го столетия. У истока промышленного виноделия Абхазии стоял Николай Смецкой, известный российский меценат, известный российский бизнесмен, предприниматель, который в 1902 году прибыл в Абхазию и основал здесь, в Гулырипше, свою винодельню. Он был одним из первых, который разливал вино, 12 видов вин, 5 черных, 7 белых вин. Кстати, первое вино абхазское
называлось хуап. Вот именно это вино в 1924 году заняло первое место на Всероссийской сельскохозяйственной выставке. Далее, нужно сказать, у истоков развития, у истоков расцвета виноградарства и виноделия стояли представители рода Ачба. Сегодня же у нас есть, вы знаете, легендарный завод виноградарства и виноделия, производства, да, вины и воды Абхазии, во главе которого стоит известный ученый Николай Владимирович Ачба, который очень хорошо развивает тему виноградарства и виноделия, производит шикарные вина, известные как в Абхазии, так и за ее пределами. Я думаю, что больше далее абхазская тематика виноделия будет развиваться. В целом, подытоживая свою лекцию, я хочу сказать, что материал, который мною был приведен, разного характера, разного жанра, этот материал свидетельствует, что Абхазия действительно является одним из центров виноградарства и виноделия, одним из очагов. У истоков этой культуры стоят непосредственно абхазы. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я постараюсь ответить. Известный факт, что в храмовой архитектуре на Кавказе, и в частности в Абхазии, мы зачастую видим изображение виноградной лозы. Вот для себя хотелось бы прояснить момент, что именно вот это либо кровь Христа характеризует этот орнамент, либо возрождение, возможно, какое-нибудь. Вот в частности, и в Мокском соборе мы можем видеть, и в Бедийском соборе. Спасибо за вопрос. За внимание. Да, конечно, да, действительно, вы совершенно верно заметили, что у нас в эпоху раннего Средневековья, в эпоху вообще раннего распространения христианства, тема винограда и христианская тематика очень хорошо сочетаются, очень гармонично сочетаются. В христианской архитектуре, а не средневековой Абхазии, тема винограда несомненно представлена. Ну, вы знаете, во-первых, нужно сказать, что Абхазия считается апостольской страной. Да? Христианство здесь распространялось с самого начала ее возникновения, ее зарождения. Ведь в работах, допустим, таких известных исследователей, как Людмила Хрушкова, ведь она описывает очень интересную плиту в Бесле, да, или Басла. Там же изображается виноградная гроздь, четко выделенная виноградная гроздь. Другим очень интересным, так сказать, памятником, да, является плита, обнаруженная и описанная в работе Юрия Николаевича Воронова «Тайны Цибельдинской долины», из Цибельды, да, Мрамба. Вот, интересная плита. Она интересна чем? Интересна тем, что в центре плиты изображается крест. Да. По правую сторону верхней части креста изображается виноградная лоза. И эту виноградную лозу клюет птенец. Вот это сочетание, да, с христианской тематикой и виноградарства, это о чем говорит? Это говорит о том, что, вы знаете, все-таки я уже сказал, что вино – это символ, да, в христианстве, это олицетворение крови Христа, нужно сказать. Поэтому вино выступает именно на примере тех плит, которые мною были названы. Вино выступает главным образом в качестве символа перерождения, в качестве плодородия вино выступает, несомненно. Но что касается истоков вина, потому что сейчас есть такие точки зрения тоже, что вино, да, широко стало применяться в Абхазии с эпохи нашей эры, то есть с момента распространения, возникновения вообще христианства. Такая точка зрения тоже есть. Конечно, я бы так не сказал, потому что, вы знаете, культура вина, традиции виноделия в Абхазии имеют очень глубокие традиции. Но, конечно, когда абхазы приняли христианство, местная культура, местная традиция и пришлая христианская традиция очень хорошо, так сказать, смиренно прижились. Так как вы занимаетесь темой виноградарства, я думаю, вы владеете этой информацией, насколько сохранились местные древние сорта винограда, и если можно их назвать, и какие из них исчезли безвозвратно? Спасибо за вопрос. Конечно, очень интересная тема о сортах винограда. Да, речь идет об аборигенных сортах, да, автохтонные сорта. Наверное, немножко мы
предысторию вспомним. Вообще в XIX веке, вы знаете, у Баласа упомянуто, точнее у Новицкого и у Чернявского есть интересные упоминания о местных, так сказать, сортах винограда. Вот. Наиболее, так сказать, широко автохтонные сорта представлены у Чернявского. У него около 80 абхазских сортов винограда представлено. В 20 веке тоже есть другие авторы, которые писали о местных сортах винограда, в том числе, кстати говоря, Балас, Игорев писал, вот, и другие советские, российские исследователи. Но, вы знаете, многие сорта аборигенные, к сожалению, не сохранились, потому что из-за, во-первых, болезни, это вредитель был такой, филоксера. Вредитель был филоксера. Из-за вот этого вредителя многие абхазские аборигенные сорта, к сожалению, не сохранились. Другие же сорта в начале 20 века были утеряны, в начале, там, во второй половине 20 века были утеряны. Мы их, к сожалению, не сохранились. Даже те сорта, которые культивировались, вот, собственно, в хозяйстве Смитского, их тоже мы не смогли сохранить. Но то, что сохранили, есть то, что сохранилось. Например, Ауасархуа, Кабыл-Иж, например, Хапшира Рыж, Акачич Иж, там и многое другое, Ауасархуаж, Атаркуаж и так далее. То есть таких абхазских наименований винограда очень много, очень много. Порядка, наверное, я думаю, 20 и более сортов аборигенных, автохтонных сортов винограда сохранились в ряде абхазских сел. Но, вы знаете, более всесторонне, более детально этой темой занимается по сохранению, по прививке аборигенных сортов винограда, вот занимаются специалисты в нашей компании «Винные воды Абхазии», как и Валерий Борисович Авицба, и Адзен Баюра и некоторые другие специалисты. Что касается их, так сказать, фигурирования в наших абхазских селах, вы знаете, в Лыхнах есть, я знаю, аборигенные сорта. Вот, например, в Ацах есть, в Адхарах есть аборигенные сорта. Я знаю, что в Абжуйской Абхазии некоторые аборигенные сорта. Но в целом, нужно сказать, к сожалению, нужно констатировать, что большая часть аборигенных сортов мы потеряли. Они погибли, к сожалению. Я думаю, что в будущем будут восстановлены. Работа идет серьезная. Вот вы отметили, что в нардском эпосе описывался большой сосуд, Да. в котором хранилось вино. Но я так понимаю, это, скорее всего, было не обычное вино, а священное вино. Да. Как известно, это немного связано уже с археологией, на территории Кавказа была очень сильно распространена объединяющая в какой-то степени колхидо-кабанская культура. Не является ли вот этот вот момент с расколом этого сосуда в нардском эпосе неким отголоском того, что культура в древности бронзового века разделилась, и таким образом культура виноделия в том числе пошла по двум разным ветвям развития? Спасибо. Я понял, спасибо за вопрос. Вы знаете, конечно, интересный вопрос, но мне очень сложно делать такого рода заключения, что разбивка или распад вот этого нардского кувшина, что это может быть, может свидетельствовать о распаде вот этих двух культур. Да, мне, конечно, очень сложно делать такое заключение, очень сложно. Вообще, вы знаете, что касается распада кувшина или споры, связанные, вот мифические нами приведены, которые были в нардском, например, нардского эпоса, встречаются в других культурных средах. Вот в том числе в Малой Азии тоже встречается, например, допустим, очищение царской четы. Это, кстати, встречается в Древнем Ближнем Востоке, в Месопотамии. Вот, например, застольные так называемые песни, да, в Уруке, где однажды поспорили за наследие вот этого большого богатого кувшина урукского, и вдруг один из урукских героев разбил вот этот кувшин, и таким образом нарты разделили наследие, так сказать, урукского царя. Вот, и мне сейчас сложно говорить, что это может ли быть каким-то прототипом, что ли, распада вот этой культуры. Насколько близки культуры виноделия, ну, скажем так, вообще эта культура кавказская в целом?
Спасибо за вопрос. Я понял вопрос. Вы говорите о типологической близкости, о функциональной близкости этих культур. Вообще, да, виноделие – это общекавказская культура, но нужно сказать, что не все народы, проживающие на Кавказе, стояли у истоков этой культуры. Не все народы Кавказа. Вот. Сама же культура виноделия, виноградарства намного древнее колхидо-кабанской культуры, намного древнее майкопской культуры, намного древнее чатал-хюкской, аладж-хюкской культуры, намного древнее древнеближневосточных культур. Потому что мы ее фиксируем в эпоху раннего неолита, мы ее фиксируем в эпоху ранней бронзы, да? Мы ее фиксируем еще ранее на Ближнем Востоке. Нет необходимости сейчас говорить о хронологии. Что касается общекавказского происхождения, конечно, этой культуры, да, несомненно, она общеабхазская, но я, наверное, все-таки скажу, что у истоков этой культуры все-таки центром, непосредственно центром является именно Абхазия, Причерноморье. Тот материал, который мы располагаем, те данные, их, например, на территории, так сказать, Северного Кавказа, их нет. То есть такими данными они не располагают. Тот материал, который мы, он намного богаче, он намного шире. Это позволяет нам делать заключение, что действительно виноград и вино имеют местное происхождение, но функционально и типологически применение, да, вина в обрядах, в традициях очень близка к хатахетской культуре. Я даже скажу, что там же были ритуалы, связанные с открытием ритуальных кувшинов. Очень много ритуалов. Нунтарясха, ритуал Антахшума, ритуал Келлам. Такие же однотипные обряда действия, которые мы, абхазы, совершаем в наши дни. На примере, допустим, открытия новогоднего кувшина, на примере открытия кувшина в честь бога Нара. Типологически они очень близки. Но функции этого напитка, функции, они разные. Допустим, в египетской, в шумерской традиции, в непурской, в урукской и в ряде других предназначение было разное. Вот, допустим, в двух словах, вино только могло применять знать на Ближнем Востоке. То есть их подчиненные вино применять не могли, строго запрещалось. Допустим, в хетской культуре были каноны, где винопитие фиксировалось, то есть было кодифицировано, да? Красть виноград, пренебрежно относиться к вину тоже запрещалось законом и жестко каралось пренебрежное отношение к вину. Но, видимо, так же, как и у абхазов, потому что пренебрежное отношение тоже не приветствуется в нашей традиционной абхазской культуре. В таком смысле, если вы имеете в виду, конечно, культуре очень близки, да, очень близки, потому что здесь мы говорим на примере конкретных деталей, конкретных предметов. Да, я, кстати, в двух словах скажу, что есть такой текст под названием текст Иппу. Там как раз говорится о том, что существовал вот этот, это к первому вопросу, о чем вы сказали, да, может быть, это отголосок распада двух культур. Что-то подобное существует на примере Иппу. Вот, была общая единая, так сказать, культура хетахатская, точнее, аборигенная подцентрало-анатолийская культура, да, на примере вот этого Иппу, она как бы распалась, да, хаты оказались по две стороны, одна часть оказалась по эту сторону, другая часть оказалась по другую сторону моря, то есть такое, значит, повествование в мифе существует, и объединителем вот этих двух миров является Иппу, то есть пчела, которая совершает по царской, так сказать, очистительному тексту совершает свое движение по ту сторону этнокультурного мира и по эту сторону этнокультурного мира. Вот, видимо, то, что вы сказали, это вещь универсальная. Она может, возможно, не только применена относительно абхазской культуры, применена относительно к другим культурам тоже может быть применена. Спасибо. Друзья, спасибо большое за интересные вопросы. Я думаю, что было очень интересно вам, и я тоже постарался в силу своих возможностей максимально дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Надеюсь, в будущем мы с вами еще встретимся. Спасибо большое.